больше продвигают себя, чем девушки молодые. У них больше возможностей, чем у молодых девушек или у пожилых. Мне кажется, то, что они в основном занимаются семьей, да, с детьми. Перспективы нет. У нас в основном только гуманитарий, правильно? А именно такое технология, что-то такое, у нас оно не развито. Я думаю, что если человек что-то захочет, то никакие стереотипы никогда не помешают. Если человеку, девушке это надо будет, и она захочет развиваться в науке, она все сделает для того, чтобы развиваться. Но в данный момент просто нету перспективы у нас для этого. Мне кажется, что женщина немножко угнетена, потому что даже если мы сейчас перестали на бытовом уровне с этим сталкиваться и в обыденной жизни редко встречаем, то если мы немножко отъедем от центра столицы и посмотрим на то, как живут люди и женщины на периферии, то мы можем заметить, что очень много насилия, очень много об этом умалчивается и не говорится. Все-таки менталитет у нас, мне кажется, до сих пор держит. Почему? Потому что у нас девочкам говорят, допустим, да, начала образование, хорошо, пусть это самое, стремится, учится, а тут вышла замуж. А в семье, допустим, либо ты в семье, либо ты в науке, да, как бы. А совмещать не у всех это получается. В плане того, что быт, стереотипы, как бы, да, берут свое все равно. Вот в этом отношении, мне кажется, что все-таки девушкам вот это вот мешает, да, во-первых. Когда девушка замужем, она уже слушает мужа своих родственников. Они же на нее влияют тоже. А которые свободные ходят, учатся, они уже стараются продвинуть дальше куда-то. Время такое, наверное, нет времени заниматься наукой. Нужно просто пропагандировать среди женщин то, что образование это классно, это круто, что это может помочь не только в карьере и так далее, а в целом в жизни. У нас сейчас школы переполнены, с детьми не разговаривают, не дают цель. Если бы им дали бы правильную, мотивировали бы и помогали бы со стороны науки, чтобы они учились и пошли по этой части, я думаю, больше было бы таких девочек. Сказать правду, сейчас от учителей очень много чего требуют, поэтому не надо ничего требовать от учителей. Они делают то, что они могут делать. Они и так дают, воспитывают. Слишком много на них все переложили, всю ответственность даже в том числе от родителей забрали, да, воспитание, да. Это все должно, все традиции, все развитие, должно идти от семьи, да. Учителя, они очень много могут сделать. Да, есть некоторые учителя, которые прям молодые, они прям рвутся, прям у них такая вот инициатива, перспектива, такие прям амбиции, да, вот. И вот это вот они прям включают, вбивают в детей. А есть, которые вот уже немножечко как бы видавшие, они не хотят. Лишний раз головники, да. Мне кажется, что и в школе этим должны заниматься, и дома воспитание тоже должно. То есть как бы нужно просвещать и родителей говорить о том, что это нужно для детей.